статистику. Это 17 миллионов просмотров. Как ты вляпался в эти огромные долги? 15 миллионов, ты что? Да. Как твои дела? Отлично, спасибо. Отлично. Руслан немножко у нас стесняется, да. Не так часто можно увидеть человека, который, по сути, имеет безумно крутую глобальную социальную сеть, да. Это владелец ЧП Абхазия, человек, который дает нам кучу свежих новостей, активных, оперативно, да. Поэтому рад представить вам владельца независимой медиасети ЧП Абхазия, Руслан. Спасибо большое, что выделил время. Да. Я понимаю, насколько безумно тяжелый график. Да, ты еще и приехал, получается, мы встретились в Сириусе, на такой удобной точке, в чудесном ресторане, что, наверное, отдельная благодарность, кстати. Я хотел бы узнать у тебя, как ты пришел к владению, как ты пришел к ЧП Абхазии. Давай так правильно скажем, да? В целом, это в этом году хочу сказать то, что ЧП Абхазия исполняется 5 лет. Это в августе, когда была создана первая страничка в Инстаграме. 30 августа был опубликован первый пост. Так что вот в этом году мы отмечаем 5 лет. Создавалось это на самом деле больше как и по приколу, знаешь, ничего серьезного из этого прям не ожидалось. У меня был другой бизнес, причем несколько направлений, и я часто закупался рекламой на различные, ну, то, что было в Абхазии на тот момент. Я в моменте просто подумал, а почему бы, зачем я здесь покупаю рекламу, если я могу создать свою площадку, откуда буду запускать свои продукты. В общем, так и получилось. Вот создал как бы первую страничку, отсюда все поехало. Инстаграм, Телеграм, сейчас мы заходим на Facebook, Threads и так далее. То есть в этом году у нас даже был в январе запущен и сайт. На мой взгляд, это самый большой информационный паблик в Абхазии, если я не ошибаюсь. Так и есть. В целом, если взять всю нашу сеть, ЧП Абхазия — это не только ЧП Абхазия, у нас есть и другие проекты. Если взять всю нашу аудиторию, сложить, это уже более 300 тысяч человек, не считая посещаемости сайтов. А ты родился вообще где? Я родился в Краснодаре, но вырос в Абхазии. Я закончил школу, все 11 классов. Это 6-я средняя школа в Синопе, которая... Я армию прошел в Абхазии, то есть своей родиной я все равно считаю Абхазию. А я видел в твоем личном телеграм-канале, что ты еще мороженое, не мороженое, ларьки, что-то такое у тебя было. В целом уже с малых лет я всегда хотел начать как бы зарабатывать свою денежку. И у меня была такая идея, ну, естественно, работать я мог только летом, потому что в остальные сезоны это школа. Летом была такая идея, что нужно летом, это мороженое людям. У меня была такая идея просто какой-нибудь холодильник взять, поставить где-нибудь в городе и стать продавать мороженое. Короче, эта идея не принесла тебе успеха. Она так и осталась на уровне просто идеи. То есть ты ее фактически не воплощал? Не, это вот к тому, что вот я с малых лет, у меня какие-то идеи, я пытаюсь зарабатывать. То есть следующее лето я уже был прям серьезно настроен начать что-нибудь зарабатывать. И получилось так, то, что у моей тети была столовая. И на лето она меня взяла просто за бар, я там ей помогал, закупы делал, за баром стоял, то есть вот так вот. Получается, если бы не паблик, чем бы ты занимался? Я был диджеем, я на телевидении работал, я занимался кодированием сайтов, дизайном и так далее, то есть много-много чем занимался. А опыт журналистики или СММ, что-то такое было? Или ты, по сути, вот этот вот паблик, это твой первый опыт в таком формате? Да, нет, никакого опыта не было. Когда создавалась ЧП Абхазия, то есть
подобного рода в Абхазии не было проектов. Что я сделал? Весь контент ЧП Абхазия, он содержится на контенте от народа. То есть люди присылают свои жалобы, какие-то ДТП и так далее. У нас нет журналистов, каких-то корреспондентов. Все, что у нас есть, это то, что нам присылают наши подписчики. В Абхазии на тот момент такого не было. Даже не было ни одного паблика, у которого бы существовала какая-нибудь обратная связь, там боты обратной связи, предложки новостей, тоже такого не было. Классно, кстати, что по факту ваши журналисты являются все жители Абхазии. Да. Да, то есть каждый может поучаствовать, да, предложить какую-то новость или заставить обратить внимание на ту или иную проблему. Я видел, очень часто публикуются какие-то новости про то, что кто-то там типа зацепил машину и уехал, да, с места ДТП, Да. там скрылся, или там в кафе не рассчитался, ушел, да, там по пьяни или по какой-то еще причине. И вы, то есть граждане сами обращают на это внимание, и ваш паблик, по сути, является шикарным инструментом, который намного, очень быстро и фактически решает эту проблему каких-то вот таких вот моментов. Но я могу четко сказать, что это полностью народный проект. Я считаю то, что помогает многим людям. Элементарно, вот ты сейчас только что перечислял, там кто-то зацепил и так далее. Элементарно, вот пример. Нам присылают фотографию просто балкона, на котором стоит газовый баллон. Представь себе 40 градусов жары, тем более на фоне того, что даже мы публиковали эти новости, что происходит в России. Полдома разрушилось. Видел ты эту новость? Да. Да, взорвался также газ. Полдома просто рухнуло. И я своими глазами видел, как из-за обломков просто ребенка достают. Это очень жуткие кадры. И вот присылают нам такую фотку. Люди пишут в комментариях, то, что почему вот тот, кто фоткает, он не пойдет, он не скажет сам. Во-первых, откуда мы знаем, ходил он или не ходил. Наше дело сделать так, чтобы это увидели люди. И не только хозяин этого балкона, а и также другие хозяева балконов, у которых также, например, стоит газовый баллон. Может быть, они не подумали об этом, а увидя эту публикацию, вспомнит, да, у меня же тоже стоит газовый баллон на балконе, пойду уберу. И эта публикация вызвала очень сильное возмущение от хозяина этого балкона. Она написала вам? Да, к нам она там девушка, как она заявляет, это ее балкон, она приказным тоном не просила, а приказным тоном пыталась сделать так, чтобы мы удалили, плюс там были даже угрозы, вот элементарно, если так подумать, просто балкон. Промолчи ты лучше, пойди убери. Пришли фотку, мы выложим, скажем, вот балкон убрали, наоборот, тебе же плюс. У нас негативно, да? Да, сейчас вот элементарно на вчерашний день на этой публикации с балконом было где-то 170 тысяч просмотров. После того, как она написала, мы также опубликовали второй пост, скриншот ее угроз. Это там около, может быть, даже сейчас посмотреть, будет 300 тысяч просмотров. Насколько оперативно вы обрабатываете информацию, которую вам присылают, и вот публикуете ее? Действительно, скорость – это один из главных залогов успеха именно такого формата. В данный момент над проектом работает несколько сотрудников, которые просто мониторят новости, можно сказать, 24/7. Оно реально так и есть. И, может быть, поэтому как раз-таки нас любят и знают то, что все самые важные новости и быстрые, это здесь у нас элементарно. Вот недавно был пример. Это вот показатель, как раз один из показателей того, что я сейчас говорю. Когда первый раз бомбили в Сочи, через Абхазию летели беспилотники, это было где-то в 2-3 часа ночи. Меня разбудили ночью, до того, как начались какие-либо публикации по этому поводу. Уже на канале было 200-300 человек, подписок плюс, просто там за мгновение какое-то. Вообще, тебя разбудили ночью. Да. Да.
Во сколько это? В 2-3 ночи Я было? спал, да, я не помню, это в 2-3 ночи, но факт в том, что я не спал, получается, где-то до 5 утра, поспал 2 часа, в 7 утра проснулся и дальше понеслась. Когда конкретно вот такие громкие новости приходится, да, и мне тоже принимать участие Мгм. во Слушай, всем вообще этом. я только благодаря паблику, прости, что перебил, и узнал о том, что произошло. Я просто, ну вот я в Сухуми же в основном живу, и я просто сидел там что-то допоздна, что-то редактировал на компе, что-то делал, и в Телеграме всплывающее окошко, ЧП Абхазия. Обычно я не смотрю, но знаешь, если я вижу превьюшка, да, там же типа Да. открывается какая-то картиночка легкая в уведомлении, я думаю, ну, если что-то такое серьезное, я по этой фигне и понимаю, что там какой-то дрон, небо, взрыв, я так, опа-на, открываю, вижу это и думаю, ого. И я сначала подумал, ну, это просто в Сочи, а потом я уже увидел видео, как он пролетает, там, КПП, как в Цандрипше, и я такой, о. Сколько аккаунтов всего? Да, ЧП Абхазия в сухом в эфире. Мы сейчас развиваем туристический канал, туристический чат. Потом у нас есть чат взаимопомощи. На самом деле с этим чатом очень интересная история. Ему тоже уже где-то 3 года. И суть чата, идея была объединить людей, водителей, которые будут помогать друг другу на дороге всегда, ну, в сложной ситуации. Там у кого-то закончился бензин, там кто-то поможет привезти, подъехать, прикурить, понимаешь, вот такое. Мгм. На самом деле этот чат просто, ну, он по назначению очень редко на самом деле используется, и в основном там просто 24 часа на 7 зайдешь, и просто там стоит пост, этот, А. рейды, тут, ты это понял, пишут Под другое, короче, ситуации, люди да, переделали твой паблик. но очень хотелось бы, чтобы он использовался именно по назначению, как и был задуман. То есть он называется чат взаимопомощи на дорогах Абхазии. Слушай, То это есть, очень мне классная кажется, идея. очень полезный Да. такой чат, но, к сожалению, опять-таки же он не используется по назначению. Сколько лично твоего времени уходит на ведение паблика, на контроль его? Сколько времени съедает у человека часов? Сколько съедает эта работа? Над каналом в целом работает несколько контентщиков, которые мониторят новости, выкладывают их. Есть менеджер по продаже рекламы. В принципе, то есть, ну, получается несколько человек, такая целая команда, можно сказать. Круто, круто. Получается, Сам, они сняли с тебя груз этой да, оперативной работы. да, сам лично я, естественно, контролирую, и я также мониторю новости. Бывает, конечно, такие моменты, когда мне приходится включаться элементарно. Момент, вот, когда были выборы, очень много было информации, была такая большая ответственность. И я тоже, конечно, принимал непосредственно участие. А как вы определяете, что новость важная и она стоит того, чтобы ее выкладывать? В целом мы пишем обо всем вообще. Просто бывают такие новости, которые требуют больше внимания, так сказать. Один из последних случаев налет беспилотников, например, на Сочи через Абхазию. То есть это новость, которая требовала такого особого внимания. А какие темы лучше всего воспринимаются в новостном паблике вашем? ДТП, Мгм. Более э, активно смотрят, да? да, зимой это отсутствие света, Мгм. это просто куча разных мемов там, и всего остального. Сейчас очень много информационное вот поле заполнено в целом информацией о том, что что-то происходит в Абхазии. Куча выставок, куча каких-то открытий, реставраций, там, муралы, врачи. То есть очень много активности происходит, за которой на самом деле вот мне физически тяжело уследить. Как тебе вообще эта тенденция? Ну, заметно, как Абхазия меняется. То есть, если продолжится в таком же духе, я думаю, через 2-3 года это будет уже совершенно другая Абхазия. Мне так кажется. Согласен. Да, дай бог. Вот я, получается, вчера рано утром встал, пошел на субботник. Да.
Вот сегодня утром выпустил ролик, выложил. Команда Абхазии, короче, просто жители, депутаты, все знаешь, то есть не ожидаешь их там в пиджаке, ждешь в пиджаке, в рубашке, он там что-то придет, скажет. Нет, этот Алик депутат с тохой стоит, короче. Скажи, пожалуйста, почему ты поддержал Бадру Зурабовича? Ну, во-первых, было 4 или 5 кандидатов, и среди них явно было 2 лидера. Это Бадра Гунба и Адгур Арзенба. У Бадры строилась вся предвыборная кампания на какой-то позитивной ноте, знаешь. Запускался аэропорт, появился свет, и приехали российские врачи, осматривали детей и так далее. У его же оппонента это было только лишь негатив, отсылки к прошлому, к прошлой власти постоянные. И я полностью считаю, то, что я никак вообще не ошибся тогда с выбором. Мы правильно сделали, что поддержали именно его кандидатуру, так как, хоть я и не живу в данный момент в Абхазии, Абхазия – это моя родина, и я очень переживаю за нее, и хочу ей только лучшего. Как ты сделал трек Бадра Гунба популярным? Говорят, Бадра Гунба, Бадра Гунба, Бадра Гунба, Бадра Гунба. Ты когда, вот твоя первая реакция вообще на этот трек? В целом этот трек, сейчас чуть неправильно говорить, что это я его сделал популярным. Да, я его выложил, а дальше уже Понеслась. народ его распорсил, понеслась. Такая лавина на самом деле очень позитивная, и я до сих пор сейчас, знаешь, вспоминаю, и это такой очень прикольный момент, если вот вспоминать выборы на фоне всего того негатива, что происходил. Да прям очень круто. И радует то, что сам дедушка тоже как бы позитивно к этому отнесся. Да. Скажи, пожалуйста, какие ты бы отметил изменения после того, как Бадр Зурабович стал президентом? Изменений на самом деле много, и явно видно, как Абхазия стала улучшаться. Одно, самое крупное, это то, о чем даже говорить не нужно, это аэропорт. Сколько бы не было скептиков, я сам тоже не верил до последнего, до того момента, пока не прилетел, даже не считая предвыборную кампанию, пока не прилетел 1 мая первый регулярный рейс. Мне казалось это невозможно. Я в этот день, кстати, в день открытия был на Диаскуре. Я не на самолете, не на открытие, а прокатился на первом поезде, что тоже безумно круто было, кстати. Вот, так что у нас еще и поездное сообщение. Конечно, да? Поезд тоже, я считаю, то, что это очень удобно. Недавно буквально жену я свою встречал. Она ехала в Абхазию, здесь в Адлере встречал, и она как раз-таки приехала на этой Диаскуре, да, я ее в Сириусе забрал, то есть села без каких-либо границ и так далее, там 3 или 4 часа, да, и она здесь, то есть очень удобно. А чувствуешь ли ты влияние на общественное мнение в Абхазии? Ты чувствуешь власть? Ты имеешь в виду, влияет ли... Ну да, вот у тебя, по сути, огромная аудитория, да? Я считаю, это вся Абхазия, да? Это самый популярный, известный паблик, да? И, по сути, на мой взгляд, ты влияешь на мнение людей в Абхазии. Вот. А ты это чувствуешь? На самом деле такой цели нету. У нас информационный паблик, в первую очередь. Мы пишем просто о том, что происходит. Мы просто пишем о том, что происходит. Что бы ни происходило, мы всегда напишем об этом. Кто бы что потом ни говорил, то, что мы интриганты и так далее, понимаешь? Но мы пишем обо всем, что происходит. А люди уже, я думаю, сами делают какие-либо свои выводы. Месяц или 2 месяца назад мы запустили такую программу, где мы делаем выплаты подписчикам за контент. То есть, как и говорил, наш весь контент строится на наших подписчиках, на наших людях. У нас нет корреспондентов и так далее. Наши корреспонденты – это все наши подписчики. Так как мы на этом разговора нет зарабатываем, то и решили вознаграждать людей, которые нам предоставляют любой эксклюзивный контент. Там это ДТП, какой-нибудь где-нибудь пожар и так далее. То есть, если ты прислал, допустим, увидел ДТП, прислал нам,
и в течение суток твой материал в оригинальном виде нигде не появился, то мы тебе выплачиваем за буквально пару месяцев, как появилась данная программа, мы уже выплатили более 50 тысяч рублей нашим подписчикам. То есть, мне кажется, это игра в долгую. Многие даже и не знают сейчас об этой программе. Есть определенные условия. Мы написали, у нас самописный бот обратной связи, в который можно зайти, прикрепить свои реквизиты, то есть отправить материал и следить за его статусом. Принят он вообще в обработку, не принят. Принят к выплате или отказано, понимаешь? Мне кажется, со временем об этом должны узнать все больше и больше людей, потому что реально я считаю, то, что у нас народный паблик, который строится исключительно на контенте наших подписчиков, и я считаю то, что они должны быть вознаграждены за это. Ну и таким образом вы себе контент, да, эксклюзивный забираете. Да, конечно. То есть мы не можем выплачивать за каждое видео, тем более если оно у нас не в эксклюзиве. Но если человек нам предоставляет реальный эксклюзив, который мы размещаем, то мы готовы вознаграждать за это. Там варьируется цена от 500 и до 2000, например. Представь, просто сфоткал, чикс, 2000 получил. И надо правильно прислать, то есть не в Инстаграм, в Директ, не еще куда-то, а именно нашего Телеграм-бота. А где информацию об этом можно прочитать? В нашем Телеграм-канале и в закрепе, в описании есть бот обратной связи. Отлично. Ты хочешь стать блогером, больше освещать новости или в целом засвечивать себя, я правильно понимаю? Ну, не то чтобы хочу стать блогером, просто некоторое время назад я стал, развивать свои соцсети, потому что иногда бывает такое, то, что хочется что-то сказать, высказаться, а не получается все-таки. ЧП Абхазия и так далее, это просто информационный ресурс, на котором не бывает никакой аналитики и так далее. И такой контент туда вообще никак не вписывается. Контент там с личным мнением, Да. с вкусами. Да. Просто, в принципе, жизнь. Я вообще удивлен, что ты давно не медийная личность. Но в плане, почему ты изначально это не начал? Да, то есть, с таким огромным ресурсом, который есть, да, информационным, можно было бы очень быстро набрать популярность. Были определенные моменты, жизненные ситуации, о которых я тоже, в принципе, могу попозже рассказать, которые не позволяли это сделать. Плюс какой-то страх был. Страх у нас у всех всегда есть, когда начинаешь что-то новое. Тяжело, когда ты снимаешь себя на камеру, конечно. Это непривычно, это всегда очень некомфортно, и поэтому сложно. Как ты видишь дальнейшее развитие своих пабликов? Если смотреть назад, 2-3 года назад, даже не было мысли о том, что это превратится прям в такой масштабный проект, настолько масштабный. Сейчас есть кое-какие идеи, кое-что уже даже в плане реализации, но, к сожалению, об этом не могу пока сказать, потому что, знаешь, как многие идеи у нас просто копируют подчастую. Есть оригинальные идеи, которые копируются. И элементарно даже был случай, когда одна из тоже новостной паблик в Инстаграме полностью скопировал нас элементарно до того, что сообщения, шаблоны, как мы отвечаем рекламодателям, например, там шаблон с ценой на рекламу, понял? У нас было сообщение такое красиво оформленное, там столбик с ценами, с реквизитами и так далее, полностью, скопировали, представь. И, сделай ты хотя бы свой какой-нибудь. Не полностью скопировали. Это к этому как отношусь, значит, мы двигаемся в правильном направлении. Да. У нас есть еще канал, который называется Аэропорт Сухум. Тоже? Да. Круто. А то я на него подписан.
Ну, вот это тоже мой канал. Серьезно? Ну, да. Да ты монополист. Да. При том, что билеты в моменте я просто туда-назад в Москву взял условно там за сколько, 17-20 тысяч, то есть туда-назад в пик разгара лета. Бывает, попадаются билеты, во что даже многие люди не верят, когда билет стоит минимум, ну, менее 2000 рублей. Да. Это Сухум, Москва. Это вообще такси стоит. Да. Я вот 2 Да. месяца назад был в Абхазии. Я на такси просто между Сухумом и Гагрой, я не знаю, по-моему, 3500 от Сухума это до какой-то Гагры, минимум, представь, да. да. А тут целый рейс, целый самолет из Сухума в Москву. Это Да. что-то вообще просто невероятное. В этом плане безумно круто, действительно. Да, Руслан, расскажи, пожалуйста, о вот этой вот финансовой проблеме, которая, да, вот эта история про долг в 15 миллионов. Да, я занимался бизнесом, который был убыточный. Стала образовываться долговая яма. Мы работали за средства клиентов, то есть и бывало такое, что деньги тратились там не по назначению. Много было допущено ошибок в логистике, в просчетах даже элементарно расходов и так далее. Все это привело к долговой яме 15 миллионов, так как никак не получалось выйти хотя бы в ноль из-за того, что... Ну, был ряд ошибок. Да, был ряд ошибок, приходилось принимать заказы там либо в ноль, либо даже в минус, чтобы перекрыть какие-то другие, понимаешь, и короче, появилась вот эта огромная цифра. Да, появилась вот такая вот огромная цифра. Так. И просто в один день всему этому пришел конец. На тот момент, когда уже явно не было возможности продолжать это дело. Так. И когда это случилось, то есть этот бизнес у меня был с партнером, который сумел выйти из этой темы и просто перекинув все, оставив на меня, так как в принципе за все практически там отвечал я, за общение с клиентами и так далее. То есть когда это случилось, когда особенно подсчитали эту сумму, я, естественно, конечно, был в ужасе от того, что там такая сумма. И если коротко говорить, то мне пришлось засесть, спрятаться вообще от всех, выключить свои телефоны. И некоторое время я вообще не понимал, что мне делать. Доходило до того, что я просто сидел в 4 стенах и не выходил на улицу, не видел даже, можно сказать, белый свет. Все это случилось в конце февраля, как сейчас помню, это был 2022 год. Спрятался я не потому, что боялся и так далее. Ну, конечно, это тоже присутствовало, но другого выбора не было. Мне нужно было определиться, вообще разобраться во всем. В тот момент все от меня отвернулись, друзья, родственники даже есть. Короче, тебе нужно было время, чтобы собраться с мыслями, давай так скажем. Некоторое время прошло до того, как я принял решение выехать из Абхазии в Россию. Я уехал в Краснодар. У меня на карте было 5000 рублей, из них на 3500 я купил билет, приехал в Краснодар, вышел из поезда и просто таксиста попросил, чтобы он отвез меня в самую дешевую гостиницу. Гостиница, как сейчас помню, стоила 500 рублей. Я, сидел в этой гостинице и просто залипал YouTube, я не знал, что мне делать, понял? Это прошло с февраля, в октябре я выехал в Краснодар, и вот я месяц там просидел. Сижу я, в этой гостинице, лежу вот так кровать, и слева от меня батарея просто отопительная. И слева смотрю, что-то шевелится. И поворачиваюсь, так, и смотрю, таракан, прикинь. Серьезно? Это ночь была. Я офигел, это было. Кое-как уснул на следующий день. Я не знаю, как я это сделал.
Есть люди, которые помогли. Я собрал сумму в тот же день, представь, на первую квартиру, которую я смог арендовать. В тот же день я поехал, просто на Авито нашел за 17 тысяч рублей, ну, такую хорошую квартиру. И переехал туда уже на следующую ночь. Прикинь? То есть, если бы не этот таракан, сейчас неизвестно, где бы я был сейчас, короче. Переехав в квартиру, я в принципе понял то, что на тот момент у меня был Инстаграм, ЧП Абхазия, и Телеграм только начинал развиваться. И я понял то, что этот Инстаграм позволил мне вообще прожить месяц в той гостинице. То есть я продлевал ее каждый день по 500 рублей. Я мог купить себе что-то покушать и так далее. И это было только на деньги этого Инстаграма. Я просто понял то, что нужно развиваться в этом направлении, и стал развивать телеграм-каналы. Я подумал, что на тот момент ЧП Абхазия приносила где-то 50 тысяч рублей в месяц, как я подсчитал. Я просто подумал, что а что если будет 10, допустим, таких каналов, представь, это уже, допустим, 500 тысяч рублей. Стал развиваться в этом направлении, и я реально угадал, и за очень короткий срок реально там мне получилось выйти на месячный доход там, в 1 000 000 рублей. То есть это очень быстро случилось. Я попал в тренды. То есть, ну, реально я, так сказать, сделал правильную ставку. То есть начали раздаваться долги. Я смог сменить условия. Во-первых, в тот момент, когда я переехал в Краснодар, мне пришлось оставить жену, ребенка новорожденного, которому было буквально 2-3 месяца в тот момент. И пока я не обустроился в Краснодаре, я был один. В короткий срок мне получилось перевести их, сменить, ну, создать хорошие условия для жизни, понимаешь? Ну, то есть реально я за очень короткий срок смог суметь выйти на хороший такой доход с помощью телеграм-каналов, инстаграм. В основном в тот момент это был телеграм. Я сделал ставку именно на телеграм-канал, и я развивал не по Абхазии, а по России. Там какие-то тематические каналы, те же, допустим, канал с рецептами. Канал путешествий. Вот путешествия — это вообще, в принципе, моя любимая тематика на тот момент. Была очень прибыльной. На данный момент не знаю, если честно. Я знаю, существуют такие каналы, но в данный момент не знаю. Но в тот момент именно это была очень прибыльная тематика, которая позволила мне неплохо заработать. То есть я создавал каналы, развивал их, продавал, имел собственную сетку, вообще новости там по России были, по Краснодару. Это были боты с сервисами, то есть очень много чего. И на самом деле прошлым летом, ровно год назад, одну из сеток у меня получилось продать за 20 миллионов рублей, вот как раз таки с которой был на тот момент основной источник дохода. Ну, слушай, молодец, на самом деле немногие могут справиться с такой большой финансовой проблемой, да, не сойти с ума, не совершить еще большее количество ошибок, да, вот, а именно сесть, осмыслить, понять, что нужно делать, да, начать это делать и, собственно, начать решать эту проблему. На самом деле, когда все это случилось, чтобы ты понимал, у меня не было ничего. У меня была машина, я ее даже не увидел, у меня ее забрали, ее продали, какое-то оборудование, что-то было, ничего это не увидел. На тот момент, чтобы ты понимал, первый 1 миллион у меня получилось заработать через 1,5 месяца. После того, как вот мне пришлось скрыться, когда все это случилось. Из ничего просто, представь. На тот момент, если знаешь, не знаешь, ну, на тот момент стали появляться NFT. Да, токены. Да, NFT токены. Я разобрался в этой теме, и у меня получилось зарабатывать на этом просто совершенно с полного нуля. Я заработал уже на этом не 1 миллион, какую-то часть долгов я смог, ну, маленькую часть, но смог закрыть практически сразу.
Какая-то часть денег, которые я заработал, прогорели, так как в 2022 году, там в мае или когда-то перед летом, все обвалилось, Тогда еще появился, помнишь, проект Степан? Да. Степан, я купил несколько кроссовок, уже по 150 тысяч рублей, представь себе, у меня 3 кроссовка было, а я же сидел в 4 стенах, я не мог выйти, представь. Да. Я маме на телефон их установил, и она начала ходить, и реально там стала зарабатывать там около 10 тысяч рублей просто за 10 минут прогулки, представь. Был проект, появлялся NFT тогда, знаешь, который позволил мне за 2 часа заработать 500 тысяч рублей. Это был проект OK Beers, он назывался. У меня право было купить NFT 3 штуки до выхода коллекции. Я покупаю 3 штуки, мне это обошлось $500, там на тот момент это 50 тысяч рублей примерно. После запуска, в течение там пару часов, я это все продаю в 10 раз дороже, представь, то есть за 500 тысяч рублей. Круто. Утром я просыпаюсь уже, я продал перед сном, я думаю, вдруг я сейчас усну, оно упадет, понимаешь? И тут, представь, я 50 тысяч рублей вложил и продаю все за 500 тысяч. Я думаю, ничего себе я заработал. Утром я просыпаюсь и просто вижу, как мои 3 NFT стоили 2 миллиона рублей. А еще через несколько дней все мои 3 NFT стоили 6 миллионов рублей на пике. Представь. Это просто, я вот до сих пор, я даже сейчас рассказываю эту историю, естественно, я не могу забыть эту историю. Это просто, представь, 6 миллионов рублей. Несколько дней буквально. Перед летом 2022 года вообще все обвалилось просто по нулям. Снова настал тот момент, когда не было никакого заработка у меня. Давление от тех, кому я должен, все усиливалось и усиливалось, представь. Плюс в июне у меня рождается старший мой сын Адиль. Это вообще, конечно, был элементарно, я не мог попасть на его выписку. Там я попал в итоге, но там целая спецоперация, представь, в Сухумский роддом, чтобы меня никто не видел. Блин, зато какая история. Да, давление усиливалось, и в октябре я понял, что так не может продолжаться, невозможно сидеть в 4 стенах вечно. Появляться где-то уже тоже было невозможно, потому что я думаю, что просто ходить где-то гулять, чем-то зарабатывать, у меня не было никаких шансов. Под этим давлением я мог бы совершить еще больше каких-то ошибок, понимаешь? Я принял решение просто уехать. И в течение чуть больше 2 лет я смог решить вопросы. И то есть для меня как бы вообще сейчас, в принципе, все вот это вот сложно, то, что мы делаем сейчас, так как мне приходилось долгое время вести анонимный образ жизни. Я имею в виду даже там не ЧП Абхазия, то, что я не хотел, чтобы это знал или кто, хотя это изначально он у меня был на личной страничке, многие мои друзья, знакомые, все знали, что это мое, и в принципе проблем узнать, что это не было. Была вот такая ситуация, то, что, к сожалению, мне приходилось вести анонимный образ жизни, и я сейчас, кто что не скажет, я считаю, то, что я сделал правильный выбор, то, что вообще я решил просто скрыться от всех. Я прекрасно понимаю, насколько большие ошибки я тогда совершал, как я подвел многих людей, как я испортил отношения с многими людьми, с кем не хотел бы портить отношения. Но я рад, что тогда я принял такое решение, и все сложилось именно так. Я думаю, да. Я думаю, в целом положительно повлияла твоя поездка, да, то, что ты уехал. Вот. Иначе, мне кажется, в Абхазии просто под постоянным давлением, я думаю, здраво как-то вот что-то делать не получилось бы. Да, скорее всего, как ты правильно сказал бы, наоборот, еще большее количество ошибок совершилось бы. Да, я не выходил ни с кем на связь, потому что у меня была определенная стратегия на каждые деньги, которые я получал. В этот момент я просто считал, чтобы ты понимал каждую копейку. Каждая сумма, там, которую я получал, была с расчетом, там, часть одному отдам, часть пущу на бизнес. Конечно, если бы мне сейчас сказали, что нужно пережить снова еще таких 3 года, и, допустим,
у тебя будет там в 2-3 раза больше, чем ты имеешь сейчас, я, наверное, не согласился бы, потому что это просто... Во-первых, там и мама моя тоже пострадала, прикинь. Это какой груз. Так, расскажи, пожалуйста, как реагируешь на критику подписчиков? Это один из самых вообще тяжелых моментов, которые приходится, знаешь, пропускать через себя. Много негативных комментариев в связи с тем, что контент такой часто провокационный, острые темы какие-то задеваем, и часто летит негатив. Ну, уже, знаешь, просто привыкание какое-то происходит. Какой-нибудь случай, например? Ну, из негатива доходило до того, что там в директ присылали венки вот эти, знаешь, похоронные. Ого, Фотки, такого да. рода угрозы. Ну, по сути же, вы просто публикуете контент, который вам присылают. Да, то есть это Да. сами граждане переживают за тот или иной вопрос. Да? Это удивительно, что люди вот переходят вот на такие вот меры угроз. Знаешь, помимо этого еще очень сложно через себя пропускать вообще в целом сам контент, потому что нам присылают, очень много чего присылают, например, там сбили человека, нам присылают это, понимаешь, и это все смотришь без блюра, как бы, это, ну, очень жестко, и постоянно ты пропускаешь через себя негативный контент. Там был случай, один раз прислали, сбили женщину на вокзале в Сухуми, это еще было пару лет назад, я вот как сейчас помню, просто нам столько материала прислали в директ, просто люди стоят, фоткают, снимают, и мы это получаем, представь себе, без блюра, много чего не вошло, там, если даже что-то вошло, то, естественно, только с блюром мы не можем показать без этого. Негатив часто летит, каждый день просто приходят, можно сказать, за любую новость запросы: удалите этот пост, знаешь. Там какой-нибудь ДТП, да, пишут: удалите это. Там какой-нибудь случай произошел, удалите. Когда-то просят, когда-то с угрозами. Недавно был случай, там мы выставили один пост, нас пытались взломать, например. Ого! Я советую в таких случаях, даже если что-то попало к нам, то удалять уже нет смысла, потому что если что-то поступает, выходит в Инстаграме, там практически моментально уже 1000 просмотров, понимаешь? И это разносится везде. А другие паблики новостные сразу же, понял, забирают у нас, подхватывают, выкладывают и так далее. 1000 просмотров, репосты. Смысла удалять даже и, в принципе, нету. Лучше не развивать эту тему дальше. Как-то она быстрее забудется. Был вот недавно тоже случай в Новороссийске. Пост выходил, ты видел, нет, не знаю. В Новороссийске парень на абхазской машине с камер видеонаблюдения, видно, на заправку подъехал, не заплатил и уехал. Мы выставляем этот пост, об этом писали все новороссийские, краснодарские паблики. Мы взяли у них, размещаем у себя, и этот парень пишет нам. Пишет: вот так, была ночь, запарился, забыл, не оплатил и уехал. Утром, получается, он оплатил им бензин, отправил нам чек. Мы выставляем пост, что вот так это произошло, вот чек, вот оплата, все четко там. И кучу позитивных комментариев он получил в свой адрес после этого. Вот опять же тот случай с балконом. Да. Стоит балкон, вместо того, чтобы писать угрозы, там, я подключу всех и так далее, ты убери балкон, пришли фотографию, вот я убрала, мы это выставим, и это только плюс тебе будет. А посты, вот, ну, я тебе реально говорю, не было никогда такого, чтобы мы под давлением удалили, какого рода давления только не было, мы публикуем вообще все. Бывало такое, то, что и родственников тоже в негативе приходилось публиковать, потому что мы не можем выбирать, это публиковать, это не публиковать. Это происходит, значит, это должны видеть люди. Слушай, интересная, правильная политика, да? У тебя есть жена Да, и 2 детей. да. Сколько лет в браке вы? Вот в мае 5 лет отмечали.
Она тебя поддерживала? Безусловно. Естественно, я не знаю, вообще полностью все это со мной перенесла. То есть даже элементарно к переезду вообще отнеслась спокойно. То есть я сказал, надо ехать. Она собралась и вообще приехала, и мы все пережили это вообще буквально вместе. Что еще ты отметишь из положительных? Ну, элементарно взять те же самые, вот сейчас открываются детские площадки, что я тоже считаю немаловажным для детей. То есть это реально очень классные современные детские площадки, и у детей теперь есть выбор, чем заниматься, либо залипать на какие-то, знаешь, негативные вещи, Да, которые да. происходят в Абхазии, сейчас не буду говорить, но либо пойти на детскую площадку и провести время там, спортивные площадки. Мне кажется, все это очень сильно будет способствовать в целом настроению в стране в будущем. Слушай, не, площадки, они еще и выглядят так инновационно, круто, Да, я красиво. говорю, современные Я вообще, классные когда площадки. увидел, да, не был удивлен. В наше детство мы даже и мечтать не могли о таком. Да, То да. есть мы строили шалаши на деревьях, мы бегали по лесам, играли в какие-то войнушки, мы в футбол играли просто на бетонной площадке. Я падал, один раз играли в футбол, просто упал и расчесал всю до мяса, короче, представь, Ужас. руку, это просто я играл в футбол. Плюсом к тому же, кстати, в этом вот, если про детей говорить, в начале года приезжал Народный фронт. Огромные, нереально крутые специалисты, врачи приезжали, осматривали детей абсолютно бесплатно. Да, и Вообще в классно. целом, насколько сейчас мы видим, улучшились отношения с Россией. Кстати, много оборудования, да, автомобили, опять же, для детей вот автобусы предоставили, или вот этот МРТ-центр, да, как правильно это оборудование называется, для больницы тоже предоставили, которого у нас Да. не было. Вот, еще новость недавно была о том, что уже постоянный как бы терминал достраивается. Сейчас же временный. Мгм. Сейчас достраивается уже постоянный терминал, и это прям очень круто, хотелось бы вообще увидеть его. Мгм. А ты видел проект вообще аэропорта? Нет, В я целом, видел проект аэропорта какой-то нереально фантастический, он да, действительно да, очень вот красивый. ты зайди на официальный их сайт. Я просто видел в Инстаграме тоже, опять же, в каком-то новостном паблике, по-моему, ЧП Абхазия. Вот. И это просто выглядит как какой-то, не знаю, там фантастический город. Вот, очень красиво. И теперь, с учетом того, что все-таки аэропорт работает стабильно, постоянно, я верю уже в то, что они это сделают. И вот этот вот модуль, да, вот сейчас этот вот временный зал ожидания, он выглядит очень хорошо, кстати. Да. Вот. Планируешь ли ты запускать какой-то новый формат? Там, может быть, подкасты, может быть, просто вот ты как раз-таки свой личный там, влог будешь развивать, может, ты тоже его как-то как информационное тоже дополнительное поле будешь использовать? Параллельно со всем этим, да, запускаются новые продукты. Вот недавно я запустил новую доску объявлений. Это sbagril.ru. В плане, если взять информации, новостей, то да, вот непосредственно мой блог, который я нацелен развивать. Такие идеи, которые причем давно лежит, знаешь, например, в канале «В сухом» в эфире ежедневная сводка новостей. В планах сделать это в видеоформате. То есть это сейчас такой, можно сказать, прогрев к формату, то, что будет выходить такая рубрика, будет сидеть ведущий и рассказывать новости, которые произошли за целый день. Мы уже даже, я года 3 назад, тогда еще совсем маленький паблик был, снимал пилотный выпуск на основной Инстаграм, на ЧП Абхазия. Выпускали пилотный выпуск, но мне не понравилось, знаешь, тем, что ведущая у меня была девушка из России, она там к Абхазии никакого отношения не имеет, и, честно говоря, вот из-за этого пришлось как бы притормозить вот это все. И оно так забросилось в долгий ящик, но в планах есть сделать вот такой классный
такую классную рубрику. На мой взгляд, именно на мой, да, я сейчас не хочу никого обидеть, телевидение медленно погибает. Его все меньше смотрят, особенно молодежь, да, все мы смотрим социальные сети, и по большей части никто не смотрит обычные новости, да, только очень взрослое поколение, да, самое старшее наше поколение. Вот, а молодежь среднего, да, там, не знаю, от 45 до 18, даже до 16 или 14, все в социальных сетях. Телеграм, Нельзяграм, Инстаграм, да, то есть вот все эти социальные сети. И это такое очень быстро растущее направление. На мой взгляд, у тебя там в ближайшие 3-5 лет только рост, только вперед, и все будет еще лучше. Ну, на самом деле, вот ты сказал там про телевидение, о том, что оно угасает и так далее. На самом деле в Абхазии есть, да, такое то, что люди, которые этим управляют, и там не только телевидение, много телеграм-каналов, которые просто не могут чувствовать тенденции, или же на местах, которые занимаются ресурсами, люди просто некомпетентны. Я на самом деле обеими руками только за конкуренцию, и как практика показывает, конкуренция помогает расти. В целом из достижений, о которых хотел рассказать, например, на данный момент основной Инстаграм ЧП Абхазия за месяц, за 30 дней показывает статистику. Это 17 миллионов просмотров. Ого! То есть еще в июле я радовался, там я видел 12 миллионов, я думал, это очень круто, тем более для лета. Летом вообще, в принципе, весь рынок проседает, а здесь наоборот, то есть за такой короткий срок получилось показать такой классный результат, когда у нас сейчас 17 миллионов охватов, это только на одной страничке. Охваченных аккаунтов, как ты думаешь, сколько может быть? Сколько? 1 миллион. Больше? 1 миллион. Сейчас 1 миллион? Да, я тебе сейчас покажу. Охваченных аккаунтов? Да. Жесть. Даже это вот вчера было, сегодня я не знаю. Вот смотри. 17 миллионов 90 тысяч 837 просмотров. И охваченные аккаунты 1 миллион. 1 миллион 67 тысяч. Да? Огонь. За Как по последние мне, 30 дней. За последние 30 дней. 30 за месяц. Да. Про какие-то интересные конфузы, которые происходили у вас вот с пабликом. Один самый запоминающийся, я тебе сейчас скажу, это было года 3 назад. Я еще в Абхазии тогда был, в Сухуми. Есть популярная доска объявлений, на которой регулярно публиковались долгое время, причем долгие годы, и все об этом знают, регулярно публиковались объявления с продажей незаконных, запрещенных веществ. Так как там, видимо, нет предмодерации, то есть любой может добавить объявление, оно моментально появляется на сайте. Да, через некоторое время модераторы его находят, удаляют, там, может быть, пройдет час, несколько часов, может быть, быстрее, но факт есть факт, то, что человек, один из наших подписчиков, однажды записал свои возмущения по этому поводу, отметил нашу страничку. Мы сделали репост в истории, как обычно это и делаем. На самом деле важная такая тема, на что просто меня абсурдный ответ этой доски объявлений убил. Они нас обвинили, знаешь, в чем? В том, что мы якобы публикуем эти объявления для того, чтобы создать инфоповод. Это просто был край абсурда, несмотря на то, что это происходило у них несколько лет. То есть вместо того, чтобы исправить как-то эту ситуацию, они решили вот так вот ответить. Это такой вот самый запоминающийся случай, который был на мою память. Слушай, это круто. Вы рекламу все публикуете, или вы все-таки отбираете, какую рекламу можно, какую нельзя? Нет, 100% отбираем. Сейчас ни в коем случае не рекламируем мошенничество, какие-то инвестиции, казино и так далее. Я тебе сейчас, например, расскажу историю, не знаю, вставить или нет. Да, было такое, то, что несколько раз я рекламировал казино именно в Телеграме. Это было много лет назад, там еще было до 10 тысяч подписчиков, прям вот только-только он начал развиваться, и рекламировали казино. На тот момент это еще не было, так сказать, зашкварно, как сейчас, понимаешь? И покажу, сколько получилось заработать просто с нескольких публикаций.
доход, смотри. Чё? Это буквально с нескольких публикаций. Тогда, когда Ага. Telegram только начинал Ага. развиваться до 10 тысяч подписчиков. Ты прикинь. И просто представь, что могло бы быть сейчас, если бы я продолжал это делать. Ну это колоссальная сумма. Представь. Жесть. Это они так много платят. Да. Я за то, чтобы к нам приходили более серьезные рекламодатели. Мгм. Сейчас мы сотрудничаем с банками, мы сотрудничаем с компаниями. У нас есть контракт, есть годовые, есть месячные даже контракты. То есть, представь, человек закупает заранее рекламу на год. Люди должны понимать то, что это не может все существовать долгое время просто так, тем более на таком серьезном, качественном уровне, без какого-либо Мгм. спонсирования. Мы не получаем деньги от государств. Еще я могу прикольный случай, рассказать, когда вот эти все проблемы начались. Так. Естественно, все друзья, кенты, братья, да даже родственники, есть, которые там отказались, стали поливать меня грязью и так далее. В общем, и случай был. Одноклассник мой в этот же день, в первый же день, убился меня искать. Он позвонил всем, маме, брату, дозвонился, пускай он со мной свяжется, я ему помогу и так далее. Я созвонился с ним, он говорит, что у тебя, где какие аппараты, чем тебе помочь, что-то. Я не помню сейчас точный разговор, но факт в том, что все, что у меня было, там какое-то оборудование, машина, это осталось вот как раз-таки там партнер, вот с которым у меня с этим был бизнес, он определил это ладно. А один аппарат мне человек дал на ремонт, попросил помочь отремонтировать. Я оставил в мастерской, вот он лежал, об этом аппарате там партнеры эти мои не знали. Я ему говорю, вот этот, однокласснику своему говорю, вот этот аппарат поезжай, там забери, этому отдай. И так оказалось, что они тоже знакомы были. Понял, мой одноклассник, этот парень, который дал мне этот аппарат. Он говорит, да, хорошо, сделаю. И он едет в этот же день, просто представь, он едет в этот же день, забирает этот аппарат, и вместо того, чтобы передать хозяину, он его продает. И бабки себе, естественно, присваивает. А когда к нему подъехали, там, что, как, где. Плюс у меня были переписки, как я ему говорил, там у меня скриншоты были, как я ему говорил, что вот это забери, кому отдай и так далее, понял? Он говорит, нет, это я у него там за какие-то долги забрал, понимаешь, и продал. Хотя человек, который не то чтобы я ему должен, а всю жизнь у него какие-то проблемы, он обращался ко мне, и все равно было такое, что я ему помогал. А тут вот такая вот, история была. Я думал, знаешь, это будет веселая история, а тут как-то концовка немножко. Когда я создавал вообще этот паблик ЧП Абхазия, это было в 2020 году, и как сейчас помню, как друзья надо мной надсмехались, что это, ха-ха, типа, что за прикол. Серьезно, не было поддержки Нет. от друзей? Зачем тебе это нужно? Что за бред, типа, какая-то страничка. А в итоге вот это вот все переросло. То есть тогда у меня был там масштабный бизнес, можно сказать даже многомиллионный. С многомиллионными оборотами. И, может быть, да, это казалось смешно, но по факту это переросло вот в такую масштабную штуку, благодаря которой я понял, куда двигаться в сложной ситуации, и это, по сути, полностью перевернуло всю жизнь мою. Что ты хочешь освещать? Вот, какие у тебя планы на ближайшее время? В первую очередь свою жизнь. Много чего интересного происходит. Есть большой опыт в определенных вещах, и я думаю, это много кому может оказаться Хочешь полезным. поделиться своим опытом? Да. Круто. Плюс, как я и сказал уже, часто бывает такое, то, что хочется высказаться, сказать свое мнение. Не получается это сделать на тех ресурсах, которые есть сейчас.
Вот ты когда станешь очень богатым и безумно знаменитым, ты не забудешь про меня? Не.